В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова, и в начале коротко о главных темах выпуска. Новая школа, завод и волейбольный мастер-класс. Ура! Аплодисменты! Какие предложения озвучили нижнекамцы Фариду Мухамедшину, расскажет Салават Мухаммадуллин. Нацпроект в деле. Южная Корея, я бы даже сказала, наверное, чуть-чуть отстает. Какую оценку медицине Татарстана дали эксперты, знает Анна Городнова. Очередная проблема в жилом комплексе. При сильных дождях происходит сильное затопление. Подземный паркинг заливают, протекают и балконы. Вопросы жителей и ответы застройщика услышала Вероника Гайнутдинова. Новая школа, волейбольная подача и вопросы от заводчан. Так сегодня прошел рабочий визит Фарида Мухамедшина в Нижнекамск. Председатель Госсовета встретился с рабочими шинного завода, поговорил с местными спортсменами и проверил ход строительства новой школы. Она появилась как раз благодаря обращению жителей еще 5 лет назад. В каком районе города могут построить еще одну школу, расскажет Салават Мухаммадуллин. Современное производство, поставки в 46 стран и мировое признание. Это Нижнекамский шинный завод. Здесь работает около 2000 нижнекамцев. Трудовой коллектив – главная сила. Как раз с заводчанами провел отдельную встречу Фарид Мухамедшин. Обсудили и производство, и насущные проблемы. Какие дела, как жизнь? Зарплату задерживают? С зарплатой, говорят, проблем нет. Есть вопросы с городской инфраструктурой. Школа. У меня ребенок 10 класс переходит, 33-й, школа перегружена. Хотелось бы, чтобы и школа, как обещали, что ускорили стройку. Сейчас активно прорабатываем вопрос. В принципе, уже вышли на концепцию проекта строительства детского сада и школы. Как раз после подобного наказа уже в сентябре в Нижнекамске должна открыться новая школа. Ее жители попросили в 2014-м. 620 миллионов рублей из бюджета республики, и у нижнекамцев на 1100 школьных мест больше. Школы, которые находятся по соседству, соседний микрорайон, они переполнены на сегодняшний день. И как видите, счастью нет предела. Школа построили. Меня удивили, говорит, 11 первых классов. 11 первых классов. По сколько человек класс? По 30 человек. И всех их готовы принять. Уже почти готовую школу сегодня осмотрел Фарид Мухамедшин. Ученики придут сюда 1 сентября. Яркий дизайн, современные кабинеты, большая спортивная площадка, на улице и спортзал, оборудованный скалодромом. В школе откроют и музыкальные, и спортивные кружки. Об этом сегодня стало известно на встрече с родительским активом. Меня еще другое радует, что 11 первых классов. Это же много. Это здорово. Вот здесь будете закладывать будущие успехи нашей республики и свою, как говорится, дальнейшую жизнь как родители. Так, с подачи президента Федерации волейбола Республики сегодня в местной спортшколе «Батыр» началась товарищеская игра. На мастер-класс в Нижнекамск приехали профессионалы из команды «Динамо Казань». Все возможно в жизни, особенно когда тебя правильно наставляют на твой путь. Всем желаю сил, борьбы, эмоций. В спортшколе Фарид Мухамедшин встретился и с физкультурниками, и со студентами. Все их предложения и вопросы будут учтены, заверил председатель Госсовета. Салават Мухаммадуллин, Ишат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Готов ли Татарстан к выполнению нацпроекта здравоохранения? Это сегодня оценили федеральные эксперты клуба «Волга». Они посетили ведущие клиники республики. Таким образом, специалисты изучают качество обслуживания населения. Ведь это влияет на мнение жителей о социально-политической жизни в регионе. Что увидели эксперты? Анна Городнова. Все коммуникации записываются, аудио-видеозапись идет. На связи с РКБ самый северный Кукмурский район Татарстана. Это возможности телемедицины. Пациентов с тяжелыми заболеваниями консультируют ведущие врачи. Сюда же доставляют больных на обследование и лечение со всех уголков республики. В рамках нацпроекта здравоохранения РКБ пополнится новым оборудованием. А по сердечно-сосудистым заболеваниям Татарстан ударит открытием передового центра. Ставим задачу создания еще одного регионального сосудистого центра, так как недостаточно региональных центров, которые
функционирует на базе МКДЦ. Экскурсию по ведущим объектам здравоохранения для экспертов клуба «Волга» провел сегодня лично министр Марат Садыков. А до этого только виртуальную уже для зрителей в сети, где показал возможности Центра экстренной медицины. Здесь у нас приемный покой, противошоковая палата. Сюда привозят людей с большим риском для жизни. Эксперты увидели условия для самых маленьких пациентов в ДРКБ. Надежду Лебеденцеву с ребенком направили сюда из Кировской области. Воспитатель с нами работает, делают нам экскурсии. В общем-то, пребывание такое приятное. Обычная группа 6-8 человек. Повышают свою квалификацию врачи в образовательном центре высоких технологий. Оборудование самое передовое, тренажерные симуляторы, УЗИ-аппараты. Завершаем курс осмотром людей с жалобами на суставы и с отработкой техники малоинвазивных вмешательств под контролем ЗИП. Качественная подготовка врачей со студенческой скамьи. Эксперты посетили и симуляционный центр Казанского федерального университета. На площади в 400 квадратных метров создана мини-копия больницы. Только вместо пациентов манекены, а оборудование самое настоящее. Здесь и операционная, и травматология, даже родильный зал. А это палата детской реанимации. Здесь, к примеру, учат, как выхаживать недоношенных малышей. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, развитие детского здравоохранения – все это ключевые направления нацпроекта. И Татарстан, по мнению экспертов, к этому готов. У Татарстана есть все возможности, чтобы сделать тот рывок, который и достичь той цели, которая поставлена в национальном проекте. То есть у вас база мощная. Уж не говоря о том, что для повышения квалификации кадров у вас 3 вуза фактически здесь. Около 7 миллиардов рублей получит республика в течение 3 лет на реализацию нацпроекта. Основная задача – увеличить продолжительность жизни и снизить смертность. Анна Городова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Уже увиденные эксперты обсудили на заседании клуба. Какими впечатлениями делились и каков итог 2-дневного визита? Дмитрий Аринин. Было проведено исследование в Казани. Визит в медучреждение республики гостей экспертов приятно удивил. Думали, приехали в провинцию, а увидели передовые технологии. Позавидовать, по их словам, может и Москва, а такие методы работы здравоохранения нужно тиражировать на всю страну. Мы фиксировали наличие то, что называется культурного образца, который вполне может быть тиражирован. Какие примеры конкретно? Что называется? Это и развитие телемедицины, когда действительно диагноз могут ставить специалисты, находящиеся в Центральной республиканской больнице, ставить диагноз пациенту, находящемуся в ФАПе, конкретном где-то в далеком селе. Как отмечают в республике, уже создана хорошая база для реализации национального проекта. Остается окончательно решить проблему кадров, обеспечить приток узкопрофильных специалистов и врачей для глубинки. Создали концепцию на ликвидацию. У нас есть и федеральные проекты, и республиканские. Это федеральные проекты «Земский доктор». По мнению экспертов, важно, чтобы учреждения медицины были более доброжелательны к пациентам. Люди не должны часами сидеть в очередях и испытывать стресс от посещения больниц. То, как в Татарстане решается эта проблема, можно также тиражировать. Забота о здоровье, собственно говоря, отражается в том числе и на средней продолжительности жизни жителей республики, которая растет и которая выше среднероссийской. И я думаю, что вообще здесь можно даже развивать медицинский туризм, потому что многое из того, что можно увидеть в Казани, в медицинских учреждениях, нельзя увидеть больше нигде. Врачи врачами, но, как говорят эксперты, здоровье людей зависит от самих людей. Нужно вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, болезни не запускать и не заниматься самолечением. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Общая задолженность алименщиков в республике составила 2 миллиарда 800 тысяч рублей. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Какие способы взыскания самые эффективные? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Лету быть. Тропический циклон согреет татарстанцев в эти выходные. Уже завтра термометры достигнут отметки 26, а к выходным 29-градусная жара придет в республику. Рекордно холодные ночи этого лета позади. В темное время суток воздух прогреется до 13 градусов. Однако без осадков не обойтись. В пятницу гидромедцентр Татарстана сообщает о грозовых дождях с усилением ветра до 18 метров в секунду. В пятницу и дальше выходные дни из-за близости атмосферного фронта местами будут отмечаться дожди кратковременного характера с грозами. Температурный фон ожидается повышенным от 23 до 29 градусов в дневные часы.
Хотели под землей, а получилось под водой. Жители казанского жилого комплекса «Победа» который год не могут победить строительную проблему. Как только проливной дождь топит и парковку, и балконы. Уже обращались и к застройщику, и в прокуратуру. От последней есть предписание. Так почему до сих пор капает с потолка, разбиралась Вероника Гайнудинова. Вся задняя часть, она стоит в воде постоянно. На парковке, значит, под защитой. Такие ожидания были у Насихи Мухаммедалиевой. Покупая квартиру, место за 410 тысяч рублей взяли и для машины. Под землей автомобилю вроде бы не страшен ни снег, ни дождь. Однако в реальности оказалось все наоборот. Обидно. Приходится таким образом выставлять машину. Иногда ставлю, думаю, вроде сегодня не течет. Ухожу, а мне соседи говорят или кто-нибудь звонит, вы машину передвиньте, прямо на вас бежит вода. Проект подземного паркинга жилого комплекса для застройщика делает специальная организация. Но уже при первой эксплуатации начинаются протекания. Причем не только в дожде. Эта проблема есть и зимой. Сейчас в таком масштабе зимой и весной это просто катастрофически. Затапливает все абсолютно. И люди не могут просто парковаться, потому что у них с неба льется водопад. На водопад жалуются не только под землей, но и над ней. В дни сильных дождей на балконе, как говорят жители, вода скапливается до нескольких сантиметров. Окна закрыты, все равно течет, как нам объяснили специалисты, течет по витражу. Там надо изоляцию, по-моему, делать. Обратились мы в УК, приходил мастер, написали акт. За 2 недели, пока шли дожди, таких актов управляющей компании составили более 20. По всем фактам протечек составлены акты, и они будут направлены к застройщику для устранения в рамках гарантийных обязательств. До этого жалобы были, письма направляли, в основном все было устранено. Однако жители иного мнения, говорят, ничего не меняется. Свои жалобы жильцы отправили уже в прокуратуру Казани. Она проверила и вынесла предписание устранить строительные недостатки. В настоящее время застройщиком разработано решение по устранению данных строительных недостатков. Меры по устранению строительных недостатков принимаются. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры Советского района. Информация о каких-либо действиях застройщика по устранению постоянно поступает. Поэтому ситуацию контролируем. Причину выяснили. Вода попадает через деформационные швы. По словам застройщика, сейчас появляются недостатки, которые на стадии проекта выявить невозможно. Замечания не устраняем, могут появиться другие замечания. Но пользователям паркинга это абсолютно одинаково. Протекает в одном углу или в другом углу. Поэтому возникает такая иллюзия, что якобы мы не своевременно устраняем. Застройщик уверяет, все недостатки по обращениям устранят. Ведь дом на гарантии 5 лет и делать придется. Вероника Гайнудинова, Алмази Адинов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уже несколько лет родители детей-инвалидов поселка Джалиль Сармановского района просят открыть спецшколу. В прошлом году просьбу услышали. Появились коррекционные классы в селе Старый Менделябаш. Но это в 10 километрах от поселка. Ездить каждый день больным детям сложно, говорят родители. Ждать ли открытия специальной школы в Сарманово, спросила Филюза Хамидуллина. Вот наш класс. У Ирины Бирюлевой 2 детей, оба инвалиды, живут в Джалиле. До этого где только не обучались. Школа-интернат Муслимова, потом коррекционные классы в Джалиле. Сейчас на автобусе ездят в село Старый Менделябаш. Опаздывает автобус. Или поздно приезжает, или опаздывает. У меня ребенок стоит на улице. 5 классов на базе общеобразовательной школы открыли прошлой осенью. 24 ребенка теперь учатся по специальной программе. На ремонт коррекционных классов из бюджета района выделили 400 тысяч рублей, отремонтировали входную группу, класс технологий, сделали 2 туалета. Но родители говорят, для особенных детей должны быть более комфортные условия. Не хватает и учебников. Мы вместе с учителями едем в другие районы и договоримся с ними. У них бывают лишние книги, мы их все собираем. Показывай элементы, как гладить. В школе нет психолога. Преподаватель Лилия Иралина говорит, поведение детей с нарушением интеллекта не предугадаешь. Разные ситуации на уроке бывают. Ребенок может не сидеть, у него что-то там начинает, нервная система расшатываться, он может встать, крикнуть. Вот в этой ситуации ему как-то его нужно подойти, приласкать, выяснить, почему так. Классы в селе Менделябаш открыли после многократных обращений родителей. До этого такие были в самом Джалиле, но из-за переполненности школы их тогда закрыли и перенесли в Менделябаш. Сейчас в районе порядка 40 детей обучаются по спецпрограмме. Так как школа малокомплектная, штат здесь не предусмотрен,
Если бы была большая федеральная школа, то, естественно, штат был бы. О проблеме в районе знают. С этого года расширили штат Сармановского психолого-педагогического центра. В этом учебном году у нас работало 3,5, то есть сотрудников на 3,5 штата. Уже в конце мая у нас данный вопрос поднимался, и было решено, что в 2019-2020 учебном году мы увеличим количество штатов психологов на 2,5 штата. Если количество обучающихся в таких классах будет больше 70, тогда в районе может появиться и спецшкола. Таковы требования Министерства образования, пока родители могут отдать детей в коррекционные школы и интернаты в соседние районы. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Пути в будущее. Здесь у нас автобус не ходит. Все через этот мост. Как в Татарстане реконструируют мосты и дороги в рамках республиканской программы, увидела Зарина Ахметова. Да будет свет! Где в Казани по-новому заработают уличные фонари, расскажет Рамиль Галиуллин. 94 километра дорог, 2 путепровода и 1 мост за год. В Татарстане полным ходом идут дорожные работы. Реконструкция ведется и в рамках нацпроектов, и на республиканские средства. Как дорожники поворачивают жизнь в лучшую сторону, знает Зарина Ахметова. Этому мосту в Старое Ванаево уже больше 100 лет. Его построили еще до революции. Он связывает 2 части села. Спустя годы мост пришел в негодность, и по просьбе жителей рядом с ним строят абсолютно новый. На нем будет не только проезжая часть для машин, но и тротуар для пешеходов. Работы планируют завершить уже в сентябре. Этого момента Любовь Баранова ждет с нетерпением. На машине через старый мост уже не проехать. Хотя на этой стороне магазин и ФАП, а на той кладбище. Нам необходим он, потому что у нас там и кладбище, и в Чистополь дорога, мы ходим на автобус. Здесь у нас автобус не ходит. Все через этот мост. На этом мосту есть усиленная гидроизоляция, которая выполнена из мастики трехслойной, Рабофлекс, и усилена сверху литым асфальтом. Это получается то, что проезжая часть вообще не будет проникать вода. А эта дорога ведет к Ульяновску, Самаре и Болгарам. В последние годы здесь увеличилась не только интенсивность движения, но и аварийность, говорят дорожники. Всему виной высокий подъем, потому трассу решили выровнять и поднять насыпь на 12 метров. Протяженность участка у нас составляет с 10 по 13 километр. В этом году мы построим 1 километр. Из-за аварийности страдал этот мост через реку Актай. Теперь его полностью реконструировали. Позаботились и об экологии. Соорудили очистные сооружения и запустили мальков в реку. То есть рассчитывается ущерб, и он выпускается для возобновления запасов рыбного хозяйства. В этом году в районах построят 94 километра дорог, в том числе к населенным пунктам, хозяйствам и садовым обществам. Реконструируют 1 мост, отремонтируют около 200 километров и 6 мостов. И все это на республиканские средства. Бетон для работ используют местный. Его производят в Алексеевском районе. Работаем на федеральных дорогах, город работаем, Чистопольский район, Нурлат, Новошминский район. По словам дорожников, уже 70% плана выполнено. Окончательно завершить все работы должны в ноябре. Зарина Ахметова, Вадим Ларионов, ТНВ, Татарстан. Глаз радуется, хотя раньше было хоть глаз выколи. Новые и энергосберегающие фонари появляются в поселках Казани. Так освещение пришло в Атары, где уличного света не было никогда. Вывести из сумрака казанские поселки помогает президентская программа. О том, где еще станет светлее, узнал Рамиль Галиуллин. Везде такой же, везде такой. Радик Тимирбаев живет в Атарах больше 20 лет. Говорит, с заходом солнца стараются по улицам не гулять, ведь поселок освещают лишь фары проезжающих машин. Если темно, можешь и упасть. Страшно было, свет нету, как это? Где-то, может, подойдет, там, бабашка дадут. Так, под аплодисменты жители встречают новое освещение. На Первой Атарской сейчас и ночь как день. На старт новой системы освещения приехал глава Казэнерго. Все вопросы, которые еще предстоит решить, адресуют ему напрямую. Мы будем учитывать, что есть такой поселок, и дальше по мере востребованности, в любом случае, эта программа ежегодная. Вообще улицы, мы живем на Волжской улице, вообще, было. Ни дорог и освещения. Так, в рамках президентской программы в Атарах появились 24 светодиодных фонаря. Для этого тянули более 1000 метров кабеля. Гарантия от рабочих как минимум 10 лет. Во-первых,
энергосберегающие, 40 ватт, вот эти, именно вот эти светильники ледловские, они 40 ватт. И у них освещенность намного лучше, чем старые ДРЛки и донатки. Наши дети будут в безопасности. Во-первых, будут засветло возвращаться домой. Отары, а еще Мирный, Борисково и Константиновка. В этом году уличное освещение придет во все поселки. Фонари нового формата уже зажгли на 117 улицах. Ежегодно нам выделяется порядка 20, может быть, 3 миллионов рублей для того, чтобы мы их полномерно разделили между 4 районами города. За последние 3 года в Казани на светодиоды перевели 7 тысяч уличных точек. До конца года еще 1500 новых фонарей. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Мой депутат продолжает быть на связи. Сегодня жители республики общались со Светланой Захаровой, председателем комитета по соцполитике Госсовета, Еленой Кузьмичевой, членом этого комитета и членом партии «Единая Россия», а также артистом театра «Камала» Рамилем Тухватуллиным. У татарстанцев есть запросы на капремонт домов, на решение проблем ЖКХ и обращения по развитию детских театров. Напомним, проект «Мой депутат» единороссы запустили почти месяц назад. Оставить вопрос может любой. Это можно сделать через онлайн-сервис, WhatsApp или по телефону, указанному на экране. Получая наказ, единороссы связываются с избирателями, далее передают обращение в исполкомы и берут под контроль. Вот вы здесь заявку оставляли по капитальному ремонту крыши. Будьте добры, вы обращались в компанию в ЖКХ свое? То, что касается именно вопроса, скажем, того, что называется культура, вот я звоню, и для меня очень близко это. Поэтому я вас прекрасно понимаю, вашу боль и озабоченность. Вот. Так что ваш вопрос будет под контролем. Большое вам спасибо, что обратились к нам через систему «Мой депутат». И если вдруг у вас какие-то новые вопросы появятся, новые идеи, то мы будем рады вам помочь. Поток обращений увеличивается. Наверное, связано это с тем, что люди уже знают об этом, и мы говорим при встречах с населением. Отрадно, что есть предложения, которые, в общем-то, надо брать в работу. В предвыборном штабе ЛДПР сегодня примеряли обновки для волонтеров и оценивали свежеотпечатанную в типографии партию агитпродукции. Все материалы сделаны в Татарстане. Листовки, календари, буклеты и закладки выполнены в едином стиле. Все тиражом по 50 тысяч. В дело агитматериалы запустят после того, как их одобрят в Центре избиркоме республики. Нам пришли агитационные всевозможные куртки, сумки. Но мы их раздавать не будем. Никакой продукции, кроме агитационной продукции, кроме, еще раз повторюсь, печатной продукции, ЛДПР на выборах, на предвыборной кампании раздавать не будет. Кому сколько бюллетеней отправить? Сегодня в Центр избиркоме Татарстана утвердили порядок распределения избирательных бюллетеней. Сделают это согласно количеству избирателей в каждом муниципальном районе. На 1 июля право голоса в Татарстане имеет 2 935 000 жителей. Напомним, голосование 8 сентября пройдет по 2 бюллетеням. В первом выбираем партию, во втором – одномандатников. Сегодня в Казани начали обучать общественных наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах в Госсовет Татарстана. Их права и обязанности, как следить за подсчетом голосов и разбор различных ситуаций. Все это дают на специальных занятиях. На первый тренинг пришли около 200 человек из независимых общественных организаций. Обучает их корпус «За чистые выборы» вместе с Ассоциацией юристов России. К 8 сентября планируют подготовить наблюдателей для всех избирательных участков, а их в республике 2811. Также запланированы выездные уроки в города и районы. Портрет нашего наблюдателя – это молодой человек, 24-25 лет, имеющий диплом о высшем юридическом образовании, не запятнавший свою репутацию, как деловую, так и свою общую эмоциональную репутацию и репутацию среди своих коллег, среди семьи, среди знакомых. Мы рассмотрим те казусы, которые встречаются на избирательном участке, от самых простых, там, например, в избирательной кабинке отсутствует, например, ручка, да, лежит карандаш, до самых серьезных. Это агитация, это возможные конфликтные ситуации и провокации, как на них реагировать с точки зрения права.
8 дней остаются до открытия мирового чемпионата WorldSkills 2019. 16 августа уже приезжают первые команды участников и болельщики чемпионата. На память они увезут фотографии вот с таким красочным хэштегом. Он появился прямо у подножия Кремля. Новый арт-объект уже оценили жители и гости. Напомним, столица Татарстана примет более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые покажут свой профессионализм в 56 компетенциях. Вся история в цифре. Государственный архив республики сегодня в преддверии столетия ТАССР представил журналистам историю Татарстана в документах и фото. Как это было, увидела и Вероника Гайнудинова. Это кадры практически столетней давности. 25 сентября 1920 года. Учредительный съезд Советов в Казани. Вот делегатов приветствует председатель Совнаркома ТССР Саид Галеев. Такие редкие кадры найти невозможно, но только не в Госархиве республики. Постановление от 15 декабря 1969 года о начале строительства КАМАЗа. От первых КАМАЗов до строительства Нижнекамского химкомбината. От рабочих студотрядов до футбольных команд. В Госархиве вся история Татарстана на фото, видео и в документах. Одна из первых газет с образования ТАССР «Кызыл Татарстан». Она на арабской графике. Здесь хранятся переплеты подшивок газет. Причем при специальной температуре 17-19 градусов. Для того, чтобы все сохранилось в том виде, в каком была издана. Кстати, эта газета существует и сейчас. Многие ее знают, правда, под другим названием «Ватаным Татарстан». Газета в период Отечественной войны, появление радио в районах и приказ Верховного Совета о создании киностудии. У истории СМИ республики здесь целая выставка. Достаточно точно искать информацию как на вербальном уровне, то есть по ключевым словам, так и на визуальном. Достаточно загрузить картинку или, например, фотографию. Система поиска выдаст вам всю имеющуюся информацию. Это одна из новых функций Госархива республики, которая и поможет найти все в разы быстрее. Кроме этого, все документы здесь оцифровываются и становятся доступнее. Заканчиваем оцифровку всех особо ценных документов и приступаем к оцифровке тех документов, которые очень часто используются нашими исследователями. 7,5 миллионов данных. Государственный архив Татарстана сегодня занимает 4-е место в России по объему хранящихся документов. А сейчас сотрудники в поиске раритетов в России и за рубежом. К столетию ТССР здесь появится специальная выставка. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Не переключайтесь. Весь август «Лада Канавта» дарит всем покупателям автомобиля «Лада» сигнализацию с автозапуском. Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 100 тысяч рублей. Телефон 230 30 30. В Казанском цирке с 26 июля в грандиозном гигант-шоу «Индийские слоны». Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 110 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Только в августе в автоцентре «Марка». Бери Datsun сейчас, а деньги потом. Подробнее по телефону 4 пятерки 3 семерки и на mdefisdatsun.ru. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Здравствуйте! Очень теплый антициклон спешит к границам Татарстана, чтобы наконец-то порадовать нас теплом и солнцем. О погоде на 14 августа после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Баблы, Азнакаево переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22 градусов. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге 23 градуса выше нуля, без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также плюс 23. Осадки не ожидаются. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе переменная облачность. Столбики термометров покажут плюс 23. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном будет солнечно и очень тепло. 27 градусов со знаком плюс. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность и 23 градуса выше нуля. В последующие дни теплая и сухая погода сохранится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В столице Татарстана будет тепло, сухо и без осадков. Дневная температура 22-24 градуса. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.